Студия Романа Пестерева представляет. Генеральные партнеры – онлайн-журнал «Умный город», фитнес-клуб «Фитнес Лайф». Здравствуйте! Вы смотрите телепроект «Недвижимость в Якутии». Суровые климатические условия нашей республики не дают расслабиться никому. Следующий сюжет о том, как бороться с проблемой сезонных холодов от магазина профессиональной бытовой техники «Евротехника». Евротехника поможет вам произвести должное впечатление на посетителей и клиентов. С нами всегда чисто и тепло. Независимо от проходимости людей и размера помещений существует система 8 шагов. 8-шаговая система состоит из 3 степеней защиты. Она делится на уличную, внутри тамбура и внутри помещений. Уличное резиновое покрытие убирает загрязнение с обуви до 40%. Для более эффективной очистки обуви с поверхности в резиновое покрытие монтируются вот такие вот щетки. На втором этапе в тамбуре кладется виниловое покрытие, которое эффективно задерживает песок. На третьем этапе внутри помещения кладется ворсовое покрытие, которое задерживает влагу до 4-5 литров на квадратный метр. 8-шаговая система используется в ресторанах, медицинских учреждениях, школах, а также в помещениях с высокой проходимостью. Грязеотталкивающее покрытие эффективно работает при должном уходе. От холодного воздуха с улицы вас защитят тепловые завесы. Они устанавливаются внутри помещений над входом и подбираются по высоте и ширине защищаемого дверного проема. Средняя мощность тепловой завесы от 4 до 6 киловатт. Есть эконом-вариант, то есть завесы с водяным контуром. Они работают от системы отопления, а электромотор всего там 200 Вт потребляет. Поэтому можете сами посчитать, сколько получится экономия, какая большая. Завесы с водяным контуром можно устанавливать вертикально и горизонтально. Особенно это актуально, если, допустим, над дверным проемом нет места, где можно установить, можно поставить ее вертикально. Для обогрева больших помещений, цехов, мастерских и гаражей используйте промышленный тепловентилятор, тепловую пушку. Еще у нас есть тепловые пушки с водяным контуром. В чем их преимущество тоже перед электрическими, которые с электрическими тенами? Они потребляют электричество только 200 Вт на работу электромотора. Основное применение их, где большие автосервисы, автомойки, где складские помещения, гаражи, где часто открываются ворота. То есть ворота открылись, у нее встроен термостат, она автоматически включается, 2-3 минуты время нагрева помещения. В этом оборудовании встроен термостат, который включает и выключает электромотор по температуре воздуха в помещении. В этих тепловых пушек с водяным контуром еще имеются жалюзи, которые можно ими направлять поток воздуха. Ну, там вверх, вниз, там, в сторону там, и так далее, в зависимости, как она будет у вас установлена. Итак, решение сезонных проблем найдено. За уютом, чистотой и теплом для вашего предприятия отправляйтесь в Евротехнику. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Первый в республике онлайн-журнал с телеверсией «Умный город» iGorod.pro поможет читателям расширить кругозор и открыть новый взгляд на мир. Стань частью умного города. Заходи на iGorod.pro. Открой 2GIS, и ты откроешь целый город. Город, где есть только нужные входы, где кафе находится поблизости и всегда открыто. А выбор правильного маршрута не занимает много времени. Быстро, бесплатно, офлайн. 2GIS – справочник с картой города в твоем смартфоне. 2GIS. Возьми город с собой. Агентство «Недвижимость в Якутии». 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 тысяч сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости. Группа медитативных практик Елены Кондаковой «Энергия жизни» приглашает якутян с 19 по 21 декабря на предновогодний семинар «Формула счастья» от Вид Мано. Справки по телефону 741 742.
Наша передача подошла к концу. Все выпуски в расширенной версии вы сможете найти на страницах первого онлайн-журнала Якутии «Умный город» iGorod.pro. Ну а мы с вами прощаемся, встретимся ровно через неделю.